эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Юлия Великодная. Здравствуйте. Стоит ли волноваться клиентам Сахамедстраха, чьим акционером является компания «Стерх»? Якутянам представят новинки, полезные в условиях промышленного производства. В столице региона открылась выставка «Саха-Промэкспо». Женщины Якутии в тылу и на передовой. Редкие кадры и интервью, записанные в 80-х годах. Дерматиты все чаще стали встречаться у детей. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро. Регулярные рейсы из Якутска в Казань. Полеты будет выполнять по воскресеньям авиакомпания «Якутия». В Нерюнгри вернулись юные хоккеисты, которые в составе сборной Якутии по хоккею с шайбой одержали победу в дальневосточном турнире. Министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев в преддверии запуска газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» осмотрел готовящиеся к сдаче объекты на Чаендинском месторождении, расположенном на юго-западе республики в Ленском районе. Министр экологии отметил, что это практически единственный подобный комплекс в республике, где все стоки и отходы нефтепроизводства будут утилизироваться путем термического обезвреживания. Он отметил, что в организации работ в области охраны окружающей среды на объектах «Газпром», добычи «Ноябрьск» и на объектах строительства «Газартстрой» наблюдается значительный рывок и проведены серьезные работы по природоохранной части. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития промышленного потенциала региона. Среди ключевых – ход работ по строительству Жатайской судоверфи. Министр подчеркнул, что в рамках действия программы лизинга морских и речных гражданских судов из федерального бюджета предоставлен 21 миллиард рублей на строительство 67 судов. Также удалось обсудить и комплекс мер господдержки региональной авиации. Например, создание регионального турбовинтового самолета вместимостью до 40 мест с использованием научно-технического задела, полученного при проектировании самолета Л-610. Компания «Восточная Сибирь» выплатила 22,5 миллиона рублей за разлив нефти в Мирнинском районе. Напомним, инцидент произошел на нефтепроводе Ириляхская. Он был обнаружен 7 июня этого года. Размер разлива составил в длину 300 метров, в ширину 50. По результатам отбора проб рассчитан вред, причиненный почвам. В Росприроднадзоре добавили, что с 5 ноября планируется внеплановая проверка компании «Восточная Сибирь» по выполнению ранее выданного предписания. Якутянам представят новинки, полезные в условиях промышленного производства. В Якутске открылась выставка «Саха-Промэкспо». Что еще интересного подготовили для жителей и гостей столицы, расскажет Сергей Михедов. Гостей и участников выставки встречает уникальная машина «Снегоболотоход Трекол», без преувеличения чудо российской техники. Перевозит людей и груз там, где обычной машине не проехать никак. Андрей Теплов, главный конструктор вездехода, строит и усовершенствует его почти 20 лет. За это время выпущено почти 4500 этих машин. Отмечает, что она просто идеальна для нашего ландшафта. Мы ходили от Тикси до острова Котельный и обратно. Успешно прошли. А для чьих заказов в первую очередь? Ну, в первую очередь, в большей степени газовщики, нефтяники, энергетики, МЧС, пограничные войска ФСБ. Выставка «Саха-Промэкспо» в этом году собрала 58 компаний из 17 регионов России. Проходит в 9-й раз и ежегодно вызывает неподдельный интерес у якутян. Здесь представлены современные технологии, которые можно применить на территории Якутии. В этом году выставка посвящена 95-летнему юбилею золотодобывающего комплекса. Помимо золотодобычи на этой выставке представлено оборудование и для спасательного оборудования, которое касается техники безопасности, и также и новые IT-технологии, IT-коммуникации, которые также могут быть применены в промышленном комплексе Якутии. Представители компании «Сателлит Телеком» участвуют в выставке ежегодно. Представляют здесь как раз новинки из сферы спутниковой связи и IT. Например, якутские спасатели уже используют поисковый маяк «Находка». С его помощью находят заблудившихся в лесу людей.
Несколько маяков расставляется на территории, где предположительно находится человек. С некоторым периодом маяк издает техногенный звук, и таким образом человек понимает, что источник звука – это не зверь, а что-то созданное человеком, идет на этот прибор. И здесь написано «нажми кнопку, жди спасателей», нажимает кнопку, и спасатель сразу понимает, что человек нашелся. На выставке Саха Промэкспо ежегодно представлена и спецодежда. Любой желающий может подобрать себе то, что ему необходимо в профессиональной деятельности. Саха Промэкспо 2019 – это прекрасная возможность для промышленников найти партнеров, а компаниям-производителям присмотреться к новым видам производства и в первую очередь к нуждам промышленников. Сергей Михедов, Георгий Григорьев, Якутск. Причин для паники клиентов Сахамедстраха нет. Об этом заявляет руководство компании. Напомню, что Банк России отозвал лицензию компании «Стерх», которая является акционером Сахамедстраха. Причиной стал ряд нарушений порядка инвестирования средств страховых резервов. В настоящее время Сахамедстрах финансово устойчиво и соответствует требованиям Центробанка России к размеру уставного капитала, структуры активов и сформированных страховых резервов. Ситуация с акционером нашей компании, страховой компании «Стерх», ни в коем образе не влияет на нашу текущую деятельность. Сахамедстрах, осуществляя иной вид страхования, чем «Стерх», имеет отдельные лицензии на медицинское страхование. Страховая компания Сахамедстрах застрахована 85% населения республики, и компания в полной мере исполняет свои обязательства перед застрахованными лицами и медицинскими организациями. Мировое соглашение взамен бесконечным судебным разбирательствам. Федеральный закон о Верховном суде России расширил перечень примирительных процедур. Так вводится понятие медиации и медиаторов. Кто они и чем будут заниматься, расскажет Саргалана Захарова. Медиатор – это не кусок пластика для игры на гитаре, а медиация не имеет ничего общего с медитацией. Так шутят сами специалисты этой сферы. Медиаторы призваны исполнять более серьезную задачу – примирения сторон. На самом деле практика досудебного решения споров применяется уже не первый год, но теперь, благодаря нововведению, разойтись с миром получится на любой стадии процесса. Найти компромисс помогут медиаторы. Они ведут переговоры, станут независимым лицом в споре, для которого важно, чтобы в выигрыше остались все. Применить медиацию можно по отношению к спорам, возникшим из гражданских, семейных, трудовых отношений, административных и иных публичных правоотношений. Как говорят специалисты, мирное урегулирование больше всего заинтересует представителей бизнес-сообщества. Этот способ быстрее, дешевле, да и стресса меньше. Полезны будут они и в разрешении семейных конфликтов. Семейные споры – это не только бракоразводные споры, это споры и между наследниками, споры по усыновлению, споры по уходу за пожилыми людьми. Третье – это трудовые споры. Споры администрации, сотрудников, в том числе и по увольнению, споры между подразделениями организации. Система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимному пониманию. В свою очередь, это может посодействовать снижению конфликтности, укреплению социальных и деловых связей, развитию партнерских отношений и повышению правосознания граждан. На сегодня о существовании подобной практики знают не все, а возможности без суда решить проблемы тоже. Поэтому в Якутии запустили проект «Медиация шагает по стране». Пункт назначения – Якутия. Он состоит из двух частей – просветительской и практической. В пилот вошел Вилюйский район и 8 наслегов и сам город Вилюйск. Юристы, психологи и медиаторы проведут в каждом пункте по 4 мероприятия. Мы будем рассказывать о медиации, как о конструктивном, инновационном способе урегулирования споров, как внесудебном, да, что не обязательно все споры и конфликты решать только через суды. Проводим и консультацию юриста, консультацию психолога и проводим при необходимости процедуры медиации, но по заявлению сторон, если в этом будет необходимость.
Это позволит снять эмоциональное и социальное напряжение в селах, говорят создатели проекта. Также это поможет уменьшить нагрузку на судебные органы. И в любом случае, все же лучше, когда проигравших нет. А компромисс – это всегда выигрыш для обеих сторон. И, как говорится, давайте жить дружно. Эффективное использование госбюджета обсудили студенты-финансисты с заместителем председателя правительства республики и министром финансов. Как ситуация на международном рынке влияет на бюджет и другие вопросы рассмотрели в форме диалога. Студентов интересовало, почему экономика республики растет, а бюджетные поступления уменьшаются. Владимир Солодов объяснил, что сегодня добыча нефтегазовых ресурсов приобретает существенный объем. Факторами, которые негативно влияют на поступление доходов в бюджет, он назвал неустойчивость мирового рынка, алмазного сырья, а также курс доллара. Участники также обсудили и особенности финансирования нацпроекта образования. Во-первых, хотелось бы сказать, что этот круглый стол действительно очень интересен, потому что не каждый день представляется такая возможность взаимодействия общества с правительством нашей республики. И я считаю, что очень хорошо, что нашими студентами было инициировано вот такое мероприятие. Очень много полезной информации я для себя услышала, даже что-то зафиксировала, что не знала до этого. Поэтому это очень хорошо. Невзгоды, так говорят о тех страшных событиях, храбрые, тогда еще совсем молодые девушки, находящиеся в годы войны в тылу и на передовой. Горе в каждой истории женщин из Якутии, переживших ужас Второй мировой войны. Далее редкие кадры и интервью, записанные в 80-х годах. За тысячи километров от фронтов оплакивали женщины своих братьев, отцов и мужей и не имели права сдаваться. Спасти жизни – это спасти детей. Валентина Семеновна Тараненко присматривала за сиротами в Синске в детском доме. Ну что, мучение было только, не урожай, даже картошка не растет. А летнее время еще самих мобилизуют, сено сгребать, колхоз. Вот, работай, потом еще иди туда. Ой-ой-ой, кушать нету. Работали все вместе, ни выходных, ни отпусков у нас не было. В воскресенье, если это, так в лес, в тайгу, дрова заготавливать. Вот, кто возит, вывозит оттуда на лошадях, кто там это, валит эти деревья, кто пилит. Все для фронта, все для победы. Молоденькие девушки, студентки отправляли солдатам посылки с теплыми носками и варежками. 24 марта 1944 года в газете «Социалистическая Якутия» появилась фотография. Девушки из кооперативного техникума написали письмо фронтовикам. Нас разделяют необъятные просторы Родины, но наши мысли с вами. Мы всеми силами стараемся помочь фронту. Каждая из нас посылает вам искренние и идущие из глубины сердца пожелания скорейшей победы и возвращения домой. Среди подписавшихся Екатерина Шорникова. Ничего сказать, наверное, самое запоминающееся. Запоминающееся было, когда каждое утро встает, включает приемник, слушаем радио. Если объявили, что наши войска заняли что-то, значит, уже идешь на учебу с приподнятым. И если приходишь домой, дома тепло, и в техникуме уже можно пальто снять, в аудиторию зайти, это уже было хорошо. Вот такие простые житейские. Нас радовало что-то маленькое даже. Вот, допустим, тепло или даже повкуснее что-то сытное. Не то, что повкуснее, посытнее поесть. Это тоже было хорошо. А если удавалось сходить в кино, то это было совсем хорошо. Женщины Якутии, были они и на фронте. Пожары, разрывы бомб, атаки, ранения – все испытали они. Вера Кирилловна Захарова, чтобы попасть на фронт, овладела специальностями летчика, медсестры и радиста. Вместе с ней ушли Анна Николаевна Ременникова и Елена Григорьевна Дворянкина. День Победы встречали в Берлине, а старший сержант Мария Афанасьевна Слепцова даже оставила свою подпись на стене Рейхстага. Наш батальон постольку был восстановительный. Мы подъезжаем, собираем своих солдатов и их хороним. Так хороним мы, яму общую копаем и всех
туда вложим. Если кто-то из телезрителей узнал героев этого сюжета, вы можете стать участником следующего материала, рассказав о жизни людей тех лет. Обращайтесь в нашу редакцию, телефон 35 33 10. Сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. Дерматиты все чаще стали встречаться у детей. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро. Регулярные рейсы из Якутска в Казань полеты будет выполнять по воскресеньям авиакомпания «Якутия». В Нерюнгри вернулись юные хоккеисты, которые в составе сборной Якутии по хоккею с шайбой одержали победу в дальневосточном турнире. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. Дерматиты все чаще стали встречаться у детей. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро. Поэтому заболеванию посвятили конференцию с участием представителей центральных клиник страны. Подробнее в материале с Аргаланы Захаровой. Атопический дерматит, или, проще говоря, аллергическая реакция на коже. Заболевание, с которым сталкивался практически каждый второй, но не придавал особого значения. Чаще всего после приема препаратов сыпь проходит, но нередко болезнь прогрессирует и принимает хронический характер. В Якутии эта проблема стоит наиболее остро, говорят эксперты. Заболеваемость атопическим дерматитом в Якутии остается одной из самых высоких в регионе. Связано это во многом с климатогеографическими особенностями и генетическими особенностями этого региона, которые предрасполагают к изменениям барьерных свойств кожи, к изменениям структур кожи. Встречаются в Якутии и сложные случаи. Это дерматиты с открытыми ранами или носящие рецидивный характер. Приглашенные специалисты поделились своим опытом в лечении этих болезней. Несмотря на то, что дерматит нельзя полностью вылечить, можно бороться с его симптомами. С одной стороны, влиять и на образ жизни, и на элиминацию причинно значимых аллергенов, и в особенности характера вскармливания и питания в раннем детском возрасте, и, несомненно, современных методах воздействия на кожу с использованием современных лекарственных средств. Питание является немаловажным фактором развития атопического дерматита у детей. Быстрые углеводы, о которых нередко пишут в статьях о правильном питании, стали неотъемлемой частью нашего рациона. Однако жирные и сладкие перекусы, фастфуд и другая вредная пища может стать причиной аллергии и диатеза. Простые углеводы должно быть всего 10%. Но на сегодняшний день ученые посчитали, получается где-то 16-20%. Скоро у нас Новый год. Всех родителей, всех якутян призываю отказаться от сладких продуктов в пользу полезных подарков. Например, можно дарить ребенку развивающую игрушку. Другая распространенная причина – слишком частое использование различных моющих средств. В этом случае не всегда чистота – залог здоровья, а чувство меры – полезная черта характера. Саргалана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Регулярные рейсы из Якутска в Казань открывает авиакомпания «Якутия». Полеты будут выполняться по воскресеньям на воздушном судне Boeing 737-700 с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Для участников программы поощрения Free Fly действует двойное начисление баллов за полет до 15 марта следующего года. Для нас, у нас была наземная подготовка к выполнению этого рейса, потому что авиакомпания впервые открывает этот рейс. Поэтому первый раз тоже с нами летим туда. Полет будет длиться 5 часов 25 минут. Это от ветровых условий. В среднем будет поменьше. И за 5 часов должны будем укладываться. В Нерюнгри вернулись юные хоккеисты, которые в составе сборной Якутии по хоккею с шайбой одержали победу в дальневосточном турнире. Впечатлениями от турнира спортсмены и тренеры поделились с Сергеем Козюра. Победителей встречали как следует шарами и хлопушками. В состав детской сборной Якутии по хоккею с шайбой вошли 9 хоккеистов из Нерюнгри. Все они занимаются 5-й сезон в клубе «Энергия» под руководством тренера Александра Чернокнижного. Усиленные тренировки плюс желание ребят. То есть там был, правда, огонек в глазах, ребята выходили, бились. Была одна только цель – это победа. Всегда приятно получать первое место, всегда приятно получать кубок. То есть это такие неподдельные эмоции, особенно у детей, которые
вдохновляют как нас, тренеров, так же и детей. Дальше стремиться только к первым местам. Напомним, уверенно выйдя из группового этапа, якутская сборная в полуфинале разгромила хозяев соревнований спортсменов из Благовещенска со счетом 9-1, а в финале команду Приморья со счетом 8-3. Мне запомнилась последняя игра в том, как мы дружно играли командой. Радость, мы старались, бились. То, что мы выиграли первое место. Лучший игрок турнира был признан нерюнгринец Илья Базаров, а кубок за приз зрительских симпатий достался единственной девочке турнира – Валерии Шмидт. Мой брат захотел попробовать хоккей. Я решила, я уже поняла, что я буду готова к этому и продолжала им заниматься. Несмотря на школьные каникулы, тренировки у юных нерюнгринцев продолжатся. Они проходят в хоккейном корте поселка Серебряный Бор. Напомним, это не первая большая победа сборной. В прошлом году в мае месяце хоккеисты одержали победу на международном турнире в городе Сочи. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. В минувшую субботу в стране отметили День гимнастики. В этот день в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мирном устроили показательные выступления воспитанников секции. Анна Винокурова продолжит. Яркий макияж, красивая укладка и блестящие костюмы. Этот праздник воспитанники секции художественной гимнастики отмечают ежегодно. За несколько лет ни одной похожей программы. День гимнастики в Мирном и в этом году с необычными номерами. Самые младшие воспитанницы показали то, чему они научились всего за пару месяцев. А те, кто постарше, уже выступал со своими номерами. Когда я была совсем маленькая, то я все время танцевала, двигалась. У нас дома была такая палочка, и я все время ей махала. И я занимаюсь с 4 лет, и сейчас мне 12. Родителям юных спортсменов также не пришлось сидеть. В этот день для них устроили мастер-класс. Движения, которые со стороны кажутся простыми, повторить сходу смог не каждый. Родители юных спортсменок теряли мячи, булавы и путались в гимнастических лентах, понимая, с какими усилиями каждый раз тренируется их ребенок. Несмотря на то, что у меня дочь уже занимается почти 7 лет, каждый раз, каждое выступление я переживаю, волнуюсь. Ну, естественно, я горд за это. Поддержали гимнасток в этот день воспитанники секции тхэквондо. Они выступили с показательными номерами, продемонстрировав то, чему научились с начала этого учебного года. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Якутске стартовал юбилейный фестиваль балета «Стерх». Мероприятие открыла постановка Юрия Григоровича «Лебединое озеро». Партию исполнили прима и премьер Михайловского театра из Санкт-Петербурга Екатерина Титова и Никита Четверяков. Также на юбилейном фестивале якутским поклонникам высокого искусства будут представлены такие шедевры хореографии, как «Дон Кихот» Минкуса, «Корсар» Адана, «Спартак» Хачатуряна. В течение 5 дней якутские зрители смогут увидеть ведущих артистов мировой балетной сцены в Якутском театре оперы и балета имени Сурона Малона. Напомним, фестиваль завершится 3 ноября. Поднять такие спектакли, как «Спартак» или «Лебединое озеро» тоже, оно требует не только хороших подготовленных солистов, но и крепкий кордебалет, причем и женский, и мужской. Вот это говорит о том, что театр на очень хорошем счету у самых требовательных балетмейстеров и артистов. Таким мы запомним уходящий день. А я передаю слово коллеге Сергею Козюра о главных событиях в Нерюнгринском районе.